России, которым уже совсем скоро предстоит выступить на чемпионате мира, Наше общество цивилизованное. За последние 100 лет произошел огромный рывок в развитии человечества. Научные открытия, высокий уровень образования, технологический прогресс. Но стоит только выключить свет. Отключение электричества моментально откинет нас на 100 лет назад. Для ваших соображений сообщаем, что одна лампа в 16 свечей ярко освещает около 18-20 квадратных метров площади пола. Борьба за электрификацию Якутска велась уже давно. Одни говорили, что это преждевременно и неоправданно дорого. Другие подсчитали, что за год якутяне используют 2500 пудов свечей и 600 пудов керосина на сумму 65 тысяч рублей. И получается, не так уж и дорого. Да и опасно свечи жечь все время. 8 лет шли передряги, перетолки, обсуждения и подсчеты. Наконец, в 1913-м началось строительство первой в Якутске электростанции. Строительство шло небывалыми темпами. И вот вечером 9 августа 1914 года состоялось торжественное открытие первой якутской электростанции. Газеты пестрили восторженными сообщениями. Вот так это все и началось. Якутия – самый большой регион нашей страны. Это суровый край. Почти вся территория находится в условиях вечной мерзлоты. 100 лет назад здесь зажглась первая лампочка. Энергетика в Якутске развивалась быстро. Строились станции. В 50-м их было 249, в 58-м уже в 3 раза больше. Работала Якутская центральная электростанция. В 60-х началась всесоюзная ударная комсомольская стройка Вилюйской ГЭС. Но все эти объекты были разрознены, что было проблемой для такого большого и территориально сложного региона. И в 1962 году было создано районное энергетическое управление Якутскэнерго. Так появилась энергосистема. Предприятие до сих пор является основным поставщиком электроэнергии в республике. Якутскэнерго вертикально интегрированная компания. Практически все виды бизнеса энергетики находятся в этой компании. Генерация, производство электроэнергии, распределение ее, сбыт находится в наших руках. Мы пока не реформированы. Если посмотреть на карту республики, то можно увидеть, что она разделена на 4 района. Эти районы изолированы друг от друга. Центральный район энергией снабжает Якутская ГРЭС и Якутская ТЭЦ. На момент строительства Якутская ГРЭС была единственной в мире электростанцией, работающей на природном газе в условиях вечной мерзлоты. Мы в реестре России, в государственном реестре, как особо важный объект. Но действительно, центральный энергорайон – это где-то порядка 500 тысяч жителей. В случае чего, если у нас что случится, останутся без света. Железо, техника, электричество, оно не прощает ошибок. Очень ответственно надо относиться. Якутская ГРЭС была пущена в 1970 году.
Ее мощность 368 мегаватт. Это электрическое сердце столицы республики и 10 прилегающих районов. Без электроэнергии и тепла в таких климатических условиях, температурах низких, надежность нужно обеспечить достаточно большим резервом. А если электроэнергии не будет, практически не будет и тепла. Якутская ТЭЦ – первая тепловая станция энергосистемы. В 2012 году ей исполнилось 75 лет. Зимний период, когда температура доходит до 50, а раньше и ниже еще температура была, конечно, очень напряженный режим для энергетиков. Западный энергорайон. Его снабжает каскад Вилюйских ГЭС. Вилюйская ГЭС строилась в чрезвычайно тяжелых условиях вечной мерзлоты. Многие конструктивные решения отрабатывались впервые. Сегодня ГЭС – это надежный источник энергии для нескольких районов Якутии. Важно не только произвести энергию, важно ее потребителям доставить. Более 20 тысяч километров линий электропередачи. Это половина экватора. Республика занимает первое место по протяженности ЛЭП. Но почти вся Якутия – это не связанные друг с другом районы. Поэтому здесь самое большое количество дизельных электростанций в стране. Локальная энергетика. Это вся территория Якутии практически децентрализованной зоной. Нет линий электропередач, и все электроснабжение практически производится только дизельными электростанциями. Это, наверное, действительно чуть ли не до героических усилий доводится для того, чтобы топливо довести именно до дизельных электростанций. Топливо, которое мы купили в Усть-Куте в этом году, в некоторые места придет только через, на третий год. Сейчас мы довезем это топливо до океана, а океан еще не растаял. Соответственно, когда в августе месяце он растает, мы повезем в верховье рек Яна, Индигирка, Колыма. Но воды для того, чтобы завести вверх этих рек, уже нет. Соответственно, на следующий год весной мы по этим рекам, когда будет вода, мы повезем это топливо вверх. Очень четко нужна организация работы для того, чтобы это своевременно все завести. Потому что если упустишь небольшое время, это все можно считать, что дизельная станция останется без топлива уже. Дизельная энергетика очень дорогая. У нас инсоляция очень высокая, на уровне и выше даже Краснодарского края. Поэтому мы и говорим о солнечной энергетике. В таком поселке, как Тайнары, с населением 150 человек, мы строим новые современные объекты и идем в ногу со временем. Вот у нас как-то было возгорание, лопнула труба жидкого топлива. И на тракт ГТУ-1 и загорелась. Люди, которые живут рядом, бросили все дела и побежали на станцию. Пока пожарная часть приехала и развернулась, уже потушили. Вот это истинные энергетики. Они бросают все и бегут станцию спасать. Компания «Якутскэнерго» – это команда профессионалов прежде всего, которые неравнодушны. Команда, которая хочет двигаться. Именно благодаря этому на самом-то деле и происходит видоизменение нашей энергосистемы якутской. Энергетика притягивает, и люди, которые пришли в энергетику изначально, они очень редко потом с нее уходят. В энергетике работали самые близкие мои люди. Вообще в нашей трудовой династии 12 человек, а общий стаж составляет на сегодняшний день 230 лет. И я думаю, что и мои дети, у меня их 3, но младшая точно, наверное, будет работать обязательно в системе Якутскэнерго. Связана будет с энергетикой нашей республики. Если ты стал энергетиком, то ты уже энергетик до конца. Я не думаю, что в этой жизни есть еще что-то интереснее, чем энергетика. Благородная профессия – давать людям свет и тепло.
Я считаю, что это наравне с учителями, с врачами и строителями. Кадры решают все. У нас самые лучшие энергетики во всей стране. Первую электростанцию 100 лет назад создавали люди, которые хотели двигаться вперед, которые хотели лучшей жизни. И благодаря им мир изменился. Он стал ярче. И сегодня такие люди есть. Энергетика у нас переживает сейчас второй этап своего развития. 100 лет назад была первая электрическая лампочка, а сейчас это новое качество энергии. В этом году начали строительство Якутской ГРЭС новой. Планируем закончить это строительство через 3 года. Это опять-таки новое качество жизни. Конечно же, Якутскэнерго для нас это все-таки самое основное предприятие, которое работает, и мы уверены, что данное предприятие дальше будет развиваться только динамично и обеспечивать все потребности в электроэнергии в нашей республике. Наша надежная работа и наш результат работы – это спокойствие граждан. Это радость детей, когда они не беспокоятся о том, что в минус 50 у них отключится электроэнергия и пропадет тепло. Я горжусь тем, что мы связаны вот на этой территории практически со всеми потребителями электрической энергии. И мы стараемся, не потому что нас заставляют, а мы стараемся всем помочь, стараемся сделать эту жизнь комфортной, мы стараемся обеспечить всех. Вот этим я горжусь. «100 лет энергетики Якутии». Якутскэнерго. Мы делаем жизнь ярче.